России есть одна любопытная река. Примечательна она тем, что, пожалуй, единственная в мире имеет сразу 300 имен. Она берет свое начало в районе горы Эльбрус, протекает по Северному Кавказу, выходит в Краснодарский край и там впадает в Азовское море. Греки величали ее Гипанис, что означает «конская река», сравнивая ее силу с силой лошади. Адыги называли ее Псыш, то есть древняя, но многим она больше известна как Кубань. Такое название происходит от карачаевского «кобан» и в переводе значит «поднимающийся». И кому, как не карачаевцам, знать о нраве Кубани, ведь и этот народ, и река имеют одно начало. Знаменитая река Кубань. Она проходит по Северному Кавказу, выходит в Краснодарский край и там впадает в Каспийское море. Если подняться вверх по течению, то можно оказаться в ауле Учкулан. Это один из 3 аулов, которые называют колыбелью карачаевского народа. Там мы и начнем знакомство с карачаевцами. Учкулан – один из древнейших аулов Карачаево-Черкесской республики. Вместе с селами Хурзук и Карчут составляет так называемый Большой Карачай. Джанибеков Сосланбек Юнусович – очень уважаемый в Учкулане человек. Всю свою жизнь он посвятил местной школе, стал заслуженным учителем Российской Федерации, а еще благодаря его стараниям в Учкулане появился первый народный музей истории и культуры Карачая. Открыли его в сохранившемся здании первой в Карачае школы. Рядом с нами здание первой светской школы Карачая. Эта школа была открыта в 1878 году. Она как светская. А до этого тоже были школы в Карачае, но эти школы были религиозного типа. Там учили арабской азбуке и священной книге Коран. Кстати, с этой школой и с аулом Учкулан неразрывно связано имя одного русского генерала – Николая Григорьевича Петрусевича. Во время своей службы на Кавказе он проявил большую заботу о местном населении. По почину генерала были построены школа, больница и другие общественные заведения. Впоследствии Николая Григорьевича откомандировали в Туркестан, где он и погиб в одном из сражений. Узнав про это, карачаевцы снарядили экспедицию и привезли тело русского генерала, помещенное, кстати сказать, в бочку меда, чтобы похоронить его на Кавказе. В Карачае очень добросовестно относятся к тем людям, которые сделали в свое время что-то полезное для Карачая. Вот имя Петрусевича стоит на первом месте среди всех, кто сделал Карачаю добро. Если перемахнуть через эту высокую гору по перевалу, так мы, кстати, и сделали, можно очутиться совсем в другом измерении. Карачаевское поселение в ущелье Даут появилось по меркам вечности недавно, около 200 лет назад. Здесь нет ни электричества, ни телефонной связи, а до асфальтированного шоссе 3 часа по бездорожью. Время обходит эти места стороной. Вот так и выглядело традиционное карачаевское жилище. Срубная изба и земляная крыша. Не знаю, как жилось внутри, но почему-то приходят на ум персонажи и герои повестей Толкиена. Наша съемочная группа была несколько удивлена, когда к нам вдруг неизвестно откуда вышел незнакомый человек. Мужчина представился Кемалом и на наш вопрос «Как вы сюда попали?» ответил просто и ясно. Мы сюда попали, как наши деды, как прадеды. Мы здесь отсюда никуда не уедем. Почему? Потому что здесь земля кормит человека, как говорится. Так что, если мы будем за землей ухаживать, земля нас будет поддерживать. Вот поэтому мы здесь живем. Оказалось, в Дауте проживают 9 семей. Кемал, как и другие жители, разводит скот и занимается земледелием. В общем, жизнь этих людей мало чем отличается от того, как жили их предки 100 лет назад. Напоследок мы спросили Кемала, не хочется ли ему перебраться в город. В город почему не хочется? И в город хочется. А почему? Потому что там веселее. А здесь попросторнее, похорошее, чем здесь, чем потише здесь.
Сегодня праздник, сегодня веселье. Сегодня собрались все родственники. И очень важный день для моей дочери, потому что мы ее представили всем родственникам и знакомым. Бешенге Салган, укладывание в колыбель – важный обряд в жизни каждого карачаевского ребенка, его семьи, их друзей и знакомых. Этому ритуалу много веков. Вытеснить его из народной культуры не смогли ни господствующее здесь больше 100 лет мусульманство, ни современные ритмы жизни. Главное действующее лицо в этот день – София. С ней уже связана одна удивительная история. Еще до ее рождения ее прадеду приснилась девочка, которая представилась его внучкой Софией. Проснувшись, дедушка оповестил родных, чтобы ждали прибавления семейства, и дал наказ назвать ребенка, как и приснилось, Софией. Сегодня Софию официально введут в семью с помощью традиционного обряда. Пока родственники и друзья семьи собираются, повсюду в доме идут приготовления к празднику. Мужчины всецело заняты жертвенным бараном. Тушу разделят на 24 части. У каждой из них есть свое предназначение. Самому старшему мужчине рода, обладающему правами тамады, то есть распорядителя праздника, достанется лопатка. Старшим женщинам рода отдадут кости и мясо бедра. Не менее важная часть барана – это жир. Так же, как и другие порции, его сварят в котле, разрежут на кусочки и угостят каждого из гостей. Но, пожалуй, самое популярное угощение на любом карачаевском столе – это хычин. Для того, чтобы хычинов хватало всем гостям, пришедшим на праздник, оборудовали даже специальную летнюю кухню. Вот здесь у нас готовят женщины хычины. Они вам все и расскажут, как они готовят. Хычины – это пироги с начинкой, национальное блюдо карачаевцев. Если вам не доведется попробовать их здесь, в Карачаево-Черкесии, обязательно приготовьте эту выпечку у себя дома. Поверьте, это того стоит. Для начала нужно завести тесто. Все как обычно – мука, вода, яйца, дрожжи, соль. После этого, когда она подошло, как раскатали мы его, начинку, вот сейчас она раскладывает начинку. Начинка может быть самой разнообразной. Карачаевцы рекомендуют такие наполнители – баранину, говядину, картошку с сыром или свекольные листья. Раньше, да и сейчас тоже, обед без хычина считается бедным. Кстати, стоит отметить, что у балкарцев, родственного карачаевцам народа, такое же национальное блюдо готовится немного иначе. Хычины делаются тоньше и жарятся они на сковороде. Наши же карачаевские хычины отправляются в котел, прямиком в горячее объятие раскаленного масла. Какой бы взять, прям глаза разбегаются. Возьму вот этот, он поруменее, хычинчик, мясо. Очень вкусно, божественно просто. В очках, потому что масло брызжется в целях самозащиты. Все гости в сборе. Начинается обряд. Сюда приглашены самые старшие женщины рода. Ритуал должен пройти под их чутким надзором. Родители Софии в обряде не участвуют. Их присутствие может быть понято как недоверие к старшим. По традиции, мама мужа, в доме которого и проходит обряд, в знак уважения предлагает гостье, матери невесты, перепеленать ребенка. Мама девушки тоже в знак уважения отказывается в пользу матери мужа. По завершении обряда Бешенге Салган Софию убаюкивают древней колыбельной. Балачığım, balacığım, kıvanççık, kıvanç etsin балачığım. Когда вся обрядность соблюдена, начинается веселье. Кто-то танцует, кто-то проводит время за праздничным столом. Многих захватило необычное зрелище. Джау-джип, в переводе «масляная веревка», старинная игра на силу, ловкость и выносливость. С виду все просто. На 3 жердях подвешены призы. Добраться до них можно по масляной веревке. Раньше на такой забаве парни могли показаться перед девушками в выгодном свете, а потому битва шла не просто за приз, а за славу. Но задание совсем непростое. Многие ловкачи не могут проползти и полуметра. Руки и ноги скользят, силы быстро покидают, и через миг очередной джигит оказывается опять на земле. Все смотрят на самый главный приз – автомобиль.
вернее, ключи от него. Они висят на самом верху. Лучший результат показал вот этот удалец. Полчаса восхождения, много потраченной энергии и в руках драгоценности. Память об этом празднике. В ауле Сары-Тюз, переводится как «желтая долина», живет удивительная женщина. Зовут ее Надифат. Всю свою жизнь она посвятила любимому делу – национальному занятию карачаевцев – шитью золотом. Это все не из книги, не из этого. Просто вот отсюда. Рисуешь, придумываешь что-нибудь. Вышла, другой раз думаешь, может, еще лучше сделаю, добавлю. Вот так это все выдумки. До 19 века все необходимые материалы для этого занятия карачаевцы получали из Европы и Грузии. Позже бархат, сукно, шелк и софьян доставляли сюда из крупных городов России. В старые времена шитью золотом обучали только девочек из знатных и зажиточных семей. Но это не означает, что работа была простой. Карачаевцы называли это занятие «кяты-тыкен» – твердое шитье, из-за трудоемкости. Шитьем в семье Надифат занимается уже не одно поколение. Будучи маленькой, она подсмотрела его у своей матери, та у своей и так далее. София, внучка рукодельницы, продолжает традицию. Отгоняю, не уходит. И смотрю, уже по-своему что-то делает, а теперь она перешагала меня. Она мои ошибки теперь не допускает. Я с детства наблюдала, как вышивала бабушка. Мне это очень нравилось. Она творила настоящие, можно сказать, даже шедевры. Это были очень красивые вещи. И мне нравилось. Но я сначала думала, что у меня ничего не получится. Страхи были напрасными. Уже в 13 лет она стала признанной мастерицей. Сейчас к этой семье обращаются разные люди, чтобы заказать то или иное изделие, расшитое золотом. Золотом карачаевцы украшали национальную одежду, мужские башлыки, подушки для люлек, а в богатых домах даже одеяла и занавески. Научиться акат-тыкен, золотошвейному искусству, по заверению Софии, может каждый, было бы желание. Сейчас попробую я, желание у меня есть. Итак, что вы мне доверите? Давайте попробуйте пошить. Нужно вот золотыми нитками. Ой. Опасное дело. Сейчас попробую. Мужчины, кстати, этим никогда не занимались. Возможно, в этих краях я первый, кто пробует это искусство на себе. Если будет хорошо получаться, пообещали оставить у себя, остаться среди такой красоты. Одно удовольствие. Надифат уверена, что красота, которую человек творит руками, идет из глубины души. Заботиться о ее чистоте проще простого. Больше улыбайся, будь честен и не забывай о Боге. 5 раз в день Надифат читает намаз, а когда она занята шитьем, то вся округа наслаждается ее голосом. Узоры получаются красивее, уверяет кавказская искусница, если при этом петь. Есть такой карачаевский танец, называется тюстепсеу. Дословно можно перевести как «очень правильный и простой танец». Но название обманчиво. Танец на самом деле очень непростой и даже сложный. Для того, чтобы воочию увидеть необычную карачаевскую хореографию, я приехал в аул Учки-Кен. Здесь, как мне сказали, находится знаменитый в Карачаево-Черкесии коллектив под названием «Элия» – «Молния». Музыку слышу, а найти не могу. Кажется, где-то там. Нашел? Здравствуйте! Перед тем, как нам позволить снимать танец «Тюстепсеу», руководитель коллектива Исмаил Байрамкулов гоняет ребят по сцене. Этот танец – жемчужина репертуара, а жемчужина, как и полагается, должна блестеть. Но он самый любимый танец вообще в народе. Вот любое празднество, оно без этого танца вообще не обходится. Будь то старшее поколение, там, кто может двигаться, а
молодежь повально увлекается. В танце ту-степ-сеу есть свой регламент. Девушка должна двигаться так ровно, чтобы ни одна складка на платье не шелохнулась. Если к ней подходил мужчина и приглашал на танец, отказывать ему запрещалось. Был в танце и свой распорядитель, той тамада, то есть танцевальный тамада. Он следил за соблюдением всех правил. Разговаривать во время танца строжайше запрещено. Зато вести беседы просто необходимо в другом карачаевском танце, который называется абизек. В старину, допустим, у нас там такого вообще не было, чтобы девушка, парень там вот ходили, там где-то стояли, там знакомились. Это только вот в этом танце вот на празднество встречается, и он может там обмолвиться вот сокровенными словами там и так далее, и так далее. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Вот здоровайтесь вы хорошо, так же, как и танцуете. Скажите, пожалуйста, запыхались, наверное? Нет. Нет? То есть еще 5 раз запросто? Как? К танцорам коллектива «Элия» я пристал с очень важным вопросом. Вот девушку надо пригласить танцевать, я знаю, что нужно подойти и что-то движение руками какое-то сделать. Не иди сюда, а вот как-то вот. Для того, чтобы пригласить на танец карачаевскую девушку, нужно сделать определенные па. Не хочешь танцевать один, выучи их на зубок. Угу. А грудь вот надо... Вот. Да. Вот так. И ноги вот так вот. Еще раз движение руками. Вот. Ну, типа... К сердцу. Да, к сердцу. А потом эту руку куда? Вот. Угу. Можно вот и... давайте сделаем так. А если я сейчас все сделаю правильно, то эта девушка выйдет, согласится со мной танцевать. А если нет, то ищите меня где-нибудь. Итак, так, тишина. Я надеюсь, не сильно засмеют, но тем не менее. Не выходит. Не выходит. Так, еще надо поклониться. Да, обязательно. Обязательно нужно поклониться. Давайте второй раз, я сейчас попробую. Тяжело, на Кавказе приглашаются на танец девушки. Но тем не менее, может быть, это просто не та девушка, может быть, вот эту нужно пригласить. Я сейчас к этой подойду. Итак. Вышло! Спасибо большое. Спасибо. Ну, самому главному, похоже, я научился на Кавказе приглашать танцевать девушек, а значит, не все потеряно, и эта поездка обещает еще много сюрпризов. И напоследок хочется еще раз восхититься красотой Кавказа и душевностью его жителей. Уезжать отсюда нам было очень трудно, в прямом смысле этого слова. После многочисленных и разнообразных угощений мы едва передвигали ноги. Сказывался древний обычай. Любой гость – это посланник Бога. Соответственно, этому званию и принимают. Я желаю, чтобы каждый телезритель испытал это на себе. Аштат лыбл сын, салкалгас. Приятного аппетита, до свидания.